Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие соотечественники. Сегодня пришла информация из Душанбе. Несколько дней не было никаких официальных, открытых, из открытых источников сведений о положении Шарафиддина Гадоева. Однако вот сегодня, наконец-то, появилась такая информация. Сулаймон Давлатов сообщил о том, что разговаривал с Шарафиддином Гадоевым, что Шарафиддин Гадоев посетил его семью, разговаривал с его отцом, и есть фотография даже, несколько фотографий. И якобы Шарафиддин Гадоев сообщил радостно, есть радостные фотографии, действительно, что Шарафиддин Гадоев в течение недели вернется в Европу. Якобы даже есть билет на руках. И Сулаймон Давлатов об этом в прямом эфире несколько ранее сегодня заявил. Это очень радостное событие, очень радостное известие, вдохновляющее, воодушевляющее. Это свидетельствует о том, что Душанбе действительно серьезно понимают, в каком сложном положении они оказались, куда они себя загнали, в какой капкан, из которого нужно выбираться. И мы, конечно, со своей стороны, товарищи Шарафиддина по Национальному альянсу Таджикистана, очень рады каждой такой новости. Значит, и нам хотелось бы верить в эту новость. Значит, для подтверждения этой новости хотелось бы достоверного источника, потому что приход в гости на чай к отцу Сулаймону Давлатову, это, в общем, как бы не может быть информационным источником, достоверным. Значит, представьте, в Таджикистане даже навозная муха сегодня без разрешения не жужжит. Значит, Шарафиддину Гадоеву не позволяют до сих пор встречаться с прессой. Почему он не заявил это на пресс-конференции? Значит, журналисты, есть достаточно профессиональные, честные, порядочные журналисты, не будем иметь в виду Лидию Исамову, так сказать, которая жужжала первой, значит, по заданию спецслужб и, значит, изображала то, что Шарафиддин Гадоев на свободе и общается с прессой. Да, но это не считается, вы все понимаете. Значит, Шарафиддин Гадоев мог бы встретиться с журналистами на пресс-конференции, либо дать интервью радио Азади, и не только радио Азади, другим, значит, средствам массовой информации. Значит, информационное госагентство «Хавар» могло бы осмелиться, если есть достоверная действительно информация, осмелиться опубликовать такую новость, сенсационную, да? Значит, либо пресс-служба МВД, либо пресс-служба ГКНБ, либо, например, глава ГКНБ Саймон Миньятимов, значит, заявил бы о том, что нет никаких проблем, Шарафиддин Гадоев на свободе, и вот он может свободно передвигаться и может свободно вернуться в соответствии с международным статусом международной защиты, которым он обладает. Может вернуться в Нидерланды к своим детям, к своей семье и так далее. И это действительно было бы весомо и достоверно, и это было бы хорошим шагом, хорошим, разумным и благородным шагом. Значит, мы понимаем, что
просто сотрудники ГКНБ привезли Шарафеддина Гадоева в гости к отцу Сулаймону Давлатову. Это не может быть достоверным событием, достоверным источником информации, потому что Шарафеддин Гадоев ранее в обращении к гражданам Таджикистана до своего похищения обратился с тем, чтобы никаким его заявлением после похищения, если в случае похищения, в случае, если он будет похищен, с территории Таджикистана верить нельзя. Значит, мы следуем этому его обращению к нам, и мы верим ему, и тем более, что верим, что, значит, последующие мультики, которые были запущены МВД, значит, потерпели фиаско, и, значит, даже были сняты, почищены из интернета. Была команда убрать и не, так сказать, не делать следующих подобных глупых шагов. Ну вот мы надеемся, что это не очередное втирание очков и пыль в глаза, и что Шарафеддин Гадоев действительно свободен, и что по пути к родителям Сулаймона Давлатова он может спокойно зайти в любое дипломатическое представительство, встретиться с дипломатами, либо так, либо к нему приедут дипломаты. И мы понимаем, что это заявление сегодняшнее, оно не могло просто прийти в голову Шарафеддину Гадоеву самому. Значит, ну, представьте, вчера выступил со своим заявлением Комитет защиты политических заложников и узников в Таджикистане, и правозащитные организации продолжают делать свои заявления и давление на дипломатов, и дипломаты делают свою работу, и международная группа расследования делает свою работу, и очень много чего здесь уже завертелось и закрутилось, и чем дальше это будет продолжаться, вот эта вот игра в кошки-мышки со стороны таджикских спецслужб, тем туже будет давить этот капкан, тем сложнее будет ситуация. И если все-таки, как мы понимаем, не самому Шарафеддину Гадоеву вдруг пришла такая идея в голову навестить, попить чай с отцом Сулаймона Давлатова, значит, вероятнее всего главе ГКНБ генералу Саймумину Ятимову, то с этой стороны можно полагать, что это слово офицера, что Шарафеддин Гадоев, слово офицера, генерала Саймумина Ятимова, что Шарафеддин Гадоев на свободе, и что Шарафеддин Гадоев скоро будет в Европе, что он вернется в Европу. Значит, я надеюсь, что так можно подойти к этой ситуации, и будем, значит, смотреть, как будут разворачиваться события, действительно ли стоит это слово чего-то, либо это очередное, так сказать, очередное пускание пыли в глаза и очковтирательство. Да? Вот, значит, мы надеемся, что действительно наше предложение услышано, что Шарафеддин будет освобожден и приедет с теми предложениями, как посол мира, что это шаг доброй воли. Это очень хорошо, это прекрасно. Вот, значит, и пользуясь случаем, я хотел бы зачитать заявление, последнее заявление, значит, которое распространено от имени Комитета защиты
политических заложников и узников в Таджикистане, и, значит, документ, который разослан и еще, значит, рассылается дипломатическим ведомствам и средствам массовой информации. Значит, похищенный 15 февраля 2019 года в России режимом Эмомали Рахмона таджикский диссидент Шарафиддин Гадоев обладает статусом политического беженца в Королевстве Нидерланды решением от 9 марта 2016 года. И тем самым в связи с преследованиями по политическим мотивам как внутри своей страны, так и в связи с экстерриториальными угрозами взят международным сообществом под свою защиту. Этим насильственным похищением, о котором ранее заявили 4 именитые международные правозащитные организации, режим президента Эмомали Рахмона, находящегося у власти 26 лет, в очередной раз грубо попрал международные пакты и конвенции, участником которых является также и Таджикистан. В настоящее время похищенный борец с коррупцией находится в руках таджикского ГКНБ и содержится в качестве политического заложника. К нему не допускают родственников и адвокатов. Есть свидетельство того, что он подвергся пыткам и жестокому обращению. Он находится под жесточайшим психологическим давлением таджикских спецслужб. Их попытка выдать насильственное незаконное похищение за добровольное возвращение на родину и за раскаяние Шарафиддина Гадоева в своей политической и антикоррупционной деятельности перед режимом была развеяна предзаписанным Гадоевым до похищения видеопосланием, его политическим завещанием на случай похищения или убийства. Это не первый случай экстерриториального преступления, похищения и даже убийства спецслужбами режима Эмомали Рахмона, его политических оппонентов за пределами Таджикистана. Из наиболее громких подобных дел можно назвать похищение 15 апреля 2005 года из Москвы и лишение свободы на 23 года лидера Демпартии Таджикистана Махмадрузии Искандарова. Осуждение на 17 лет похищенного 20 января 2015 года в Москве лидера движения «Молодежь за преобразование» Максуда Ибрагимова. Убийство 5 марта 2015 года в Стамбуле лидера оппозиционной группы 24 Умарали Куватова. До сих пор неизвестна судьба пропавшего 23 мая 2015 года в Санкт-Петербурге блогера Эхсона Одинаева, за которым охотились таджикские спецслужбы. Мы призываем власти Королевства Нидерланды, Министерство иностранных дел, парламент, гражданское общество Нидерланд, европейских и всех демократических стран, международные организации, всех людей доброй воли потребовать от властей Таджикистана предоставить немедленный допуск дипломатов и адвокатов к похищению. Мы призываем вас задействовать все возможные механизмы международной защиты, предусмотренные цивилизованным миром в интересах спасения жертв авторитарных и тоталитарных режимов, и потребовать немедленного освобождения политического заложника режима и беспрепятственного возвращения Шарафиддина Гадоева в Нидерланды к своим детям и семье. Вот это обращение принято 27 февраля 2019 года в Варшаве. Спасибо, ждем ваших новостей и подтверждений. Ждем подтверждения веского слова офицера. Спасибо, всего доброго, до свидания.